17 августа полиция Стамбула задержала группу уйгуров при попытке сфотографироваться перед памятником Ататюрка на площади Таксим. В знак протеста против репрессивной политики Коммунистической партии Китая они надели футболки, на которых были изображены их родители и родственники. После обыска и установления личности задержанные некоторое время находились под надзором полиции. Позже их отпустили при условии, что они наденут свои футболки наизнанку. Глава информационного центра Восточного Туркестана Абдуджалил Каракаш выступил с заявлением по данному вопросу. Все тюркские республики, демократические и мусульманские страны должны пересмотреть свое отношение к народу Восточного Туркестана. Задержание и грубое обращение с теми, кто нашел убежище в Турции и отсюда пытается добиться справедливости от китайской диктатуры, неприемлемо. Неужели человек не имеет права призвать китайский режим к ответу за свою семью и родителей? Где правозащитники, ассоциации, фонды и различные организации? История не забудет тех, кто выступает во всеуслышание, когда дело касается их интересов, и молчит по отношению к проблеме Восточного Туркестана, подчеркнул Каракаш. 14 августа перед Белым домом прошла акция протеста во главе с главой движения национального пробуждения Восточного Туркестана Салихом Худаяром, который призвал правительство США разорвать торговые связи с Китаем и принять более сдерживающие меры против преследований жителей уйгурского региона. Выразив огорчение позиции США, Австралии, Великобритании, Канады, Франции, Индии и Японии, участники акции заявили, что страны ООН и Международный суд должны привлечь китайское правительство к ответственности за преступления в уйгурском регионе. Салих Худаяр подчеркнул, что США и другие страны должны прекратить двусторонние отношения с режимом, который эксплуатирует в качестве рабов более 5 миллионов человек. Сопредседатель Комитета по делам Китая при Палате представителей США Джим МакГоверн и сенатор Марко Рубио направили директору Всемирного банка Дэвиду Малпасу письмо с требованием сделать заявление о ссуде, которую банк предоставил Китаю для так называемых школ профессиональной подготовки. В письме была раскритикована продолжающаяся поддержка Всемирным банком лагерей перевоспитания, несмотря на то, что Коммунистическая партия Китая до сих пор содержит в них уйгуров, казахов и других тюрков. Малпасу был задан вопрос о том, каким образом китайские власти, несущие службу в уйгурском регионе, проходят в соответствии с стандартом Всемирного банка. Согласно официальным данным, в концентрационных лагерях содержится 3 миллиона, а по неофициальным более 5 миллионов уйгуров и других тюрков. Среди узников немало ученых, религиозных деятелей и ремесленников, которых якобы обучают профессии и текстильному мастерству. Пекин обвинил США в нанесении ущерба международной торговле санкциями в отношении китайской технологической компании Huawei. Администрация США ужесточила ограничения, направленные на то, чтобы заблокировать доступ китайской технологической компании Huawei к американским технологиям, и внесла в санкционный список еще 38 аффилированных с компанией лиц и организаций. Кроме того, Министерство торговли США расширило действие поправок, согласно которым иностранные компании, использующие американское оборудование для производства чипов, должны получить лицензию в США, прежде чем поставлять определенные чипы компании Huawei. Стало известно, что вакцина против коронавируса нового типа, производимая государственной фармацевтической компанией Китая, будет готова к серийному производству к концу года. Лю Цинкин, директор компании Sinopharm, сообщил газете Guangming, что вакцина будет стоить менее $140. С интервалом в 28 дней будет производиться 2 дозы. Лю заявил, что для рабочих и студентов, живущих в больших городах, вакцинация станет обязательной, а для жителей сельских районов с небольшим населением такого требования не будет. Сообщив, что лично прошел вакцинацию, менеджер Sinopharm отметил, что компания имеет возможность производить 220 миллионов доз в год. Число инфицированных COVID-19 по всему миру превысило 22 миллиона 52 тысячи человек.